Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны. Президент России подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или их вдовам по случаю 80-й годовщины Победы. Указ опубликован на портале правовых актов страны. При этом 80 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне на войнах с Финляндией, Японией или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В указе уточняется, что речь идет о тружениках тыла и жителей блокадного Ленинграда, тех, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения и некоторые другие. Эту же сумму отдадут узникам концлагерей, гетто и других подобных мест, бывших на тот момент несовершеннолетними. А узникам концлагерей, гетто и тюрем, которым уже было больше 18 лет, заплатят 55 тысяч рублей, равно как и ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период войны. В апреле-мае 2025 года государство выплатит деньги этим людям, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Путин к тому же поддержал идею Минобороны наделить всех ветеранов войны званиями почетных граждан. Они, ветераны Великой Отечественной войны, главные участники предстоящего праздника. Им и их нуждам необходимо самое пристальное и сердечное внимание, заявил президент, поручив чиновникам провести личные встречи с ветеранами в ближайшее время и узнать, какие проблемы их тревожат. По этому случаю учреждена юбилейная медаль, на которой изображен устанавливающий знамя победы на здании Рейхстага солдат. Этой медалью наградят ветеранов. По итогам 2024 года инфляция в России оказалась выше прогноза Центрального банка. Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщает Росстат. Этот показатель оказался выше, чем в 2023-2021 годах, когда инфляция составляла 7,42% и 8,39% соответственно. Однако он ниже уровня 2022 года, когда цены выросли на 11,94%. Наибольший рост цен в 2024 году был отмечен на услуги и продовольственные товары. Особенно подорожала плодоовощная продукция, рост стоимости которой составил 16,37%. Что касается непродовольственных товаров, их цены увеличились на 6,38%, о чем также свидетельствуют данные статистического ведомства. Среди отдельных категорий товаров больше всего подорожали куриные яйца, сливочное масло и мясо, а также птица. В категории непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на медикаменты, стройматериалы и бензин. Кроме того, существенно увеличилась стоимость услуг. Так, использование пассажирского транспорта подорожало на 14,94%, зарубежный туризм на 14,6%, а цены на санаторно-оздоровительные услуги выросли на 12,49%. В этом году в силу вступят несколько мер, ужесточающих правила для мигрантов. С 5 февраля вместе с реестром контролируемых лиц заработает новый режим высылки иностранцев, тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение, то есть внесенных в реестр. Нелегалы столкнутся с ограничением отдельных прав и свобод. Например, им запретят заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять ими и так далее. В случае неоднократных нарушений режима незаконными мигрантами будет грозить депортация. Сотрудники полиции получат право принимать решения об удовлетворении нелегалов, если те совершили ряд административных правонарушений. Ранее такие решения принимал суд или же погранслужба, если речь шла о нарушениях при въезде в страну. Также с 5 февраля родители иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории Российской Федерации, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки или же будут депортированы. Кабмин РФ поддержал расширение запрета на увольнение кормильца многодетной семьи. Речь идет о семьях, в которых воспитывается как минимум 3 малолетних детей, при этом работает только один родитель. Запрет на увольнение таких кормильцев существует и сейчас, но пока он действует до достижения младшим ребенком 3 лет. Законопроектом предполагается снять эти ограничения и защитить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой 3 и более детей до 14 лет. Норма о запрете на увольнение действует и в некоторых других случаях.
случаях. Например, нельзя расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с матерью ребенка младше 3 лет, с одиноким родителем, у которого есть ребенок младше 16 лет, с единственным кормильцем детей-инвалидов. Законопроект инициирован Брянской областной думой. Как указали в правительстве, в целом идеи по совершенствованию соцгарантий актуальны и заслуживают внимания. Вместе с тем необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством РФ, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки. Также законопроект не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но при этом иначе получать заработок, например, как индивидуальный предприниматель, добавили в правительстве. Россиянам напомнили о новых налогах в 2025 году. В первую очередь отметим новый для России туристический налог, который ввели, чтобы сохранить культурное наследие и развитие инфраструктуры. Уплата этого сбора ляжет на плечи всех владельцев гостиниц, хостелов и иных подобных помещений, которые включены в специальный реестр средств размещения. Размер туристического налога будет определяться муниципалитетами регионов самостоятельно. Известно, что на 2025 год максимальная ставка составляет всего 1%. Важнейшим элементом налоговой реформы в 2025 году является переход на прогрессивную шкалу ставок НДФЛ. Налог по повышенным ставкам нужно будет платить не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог конкретной ставки. Для работников, занятых в условиях крайнего севера на территории, приравненных к нему, а также участников СВО, предусмотрены льготы. Ставки равны 13 и 15% для доходов в пределах 5 миллионов рублей. Помимо этого, гражданам предполагается опробовать новый режим налогообложения автоусен. Условия для перехода в компании или УИП должно работать до 5 сотрудников. Годовой доход не более 60 миллионов рублей. Заработная плата выдается только безналично. Остаточная стоимость основных средств не выше 150 миллионов рублей. Главными преимуществами экспериментального спецрежима станет автоматическая система расчета налогов и частичная отмена отчетности. С 1 января 2025 года на данном режиме доступен выбор объекта дохода со ставкой 8%, либо доходы минус расходы со ставкой 20%. В новом году изменения ждут и налогоплательщиков, которые применяют УСН. Если их доход за календарный год больше 60 миллионов рублей, они станут плательщиками НДС. При этом существует вариант уплаты ндс по пониженным ставкам в размере 5 и 7% без сохранения права на вычет. Также повысят ставки налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Введение новых налогов и прогрессивных ставок является важным инструментом государственной политики, направленной на достижение социальной справедливости и экономической стабильности. Россиянам рассказали о двукратном увеличении пени за долги по ЖКУ. В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пени за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России, не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке Центрального банка, которая сейчас составляет 21%. Специалисты рекомендуют гражданам своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать начисления пений и дополнительных финансовых затрат. Это необходимо делать до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. Как пояснили в пресс-службе, по закону пени за неуплату ЖКУ начисляют с 31 по 90 день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. С 91 дня просрочки размер пени увеличился до 1/130 ставки рефинансирования. На 1 декабря 2024 года депозиты граждан России в заграничных банках дошли до максимальных с 2018 года значения в почти 9 триллионов рублей или 80 миллиардов долларов. Оказалось, что за последний месяц осени 2024 года объем этих депозитов увеличился на триллион рублей, а с начала минувшего года почти на 33%. Впрочем, практически весь этот рост пришелся на курсовую переоценку, так как в ноябре 2024 года рубль просел относительно доллара на 11%, а относительно юаня на 8,4%. При этом объем наличной валюты на руках у населения за 11 месяцев минувшего года увеличился на 15% до 10 триллионов рублей. А вот объем наличных рублей сжался с 16 до 15 триллионов рублей. Ранее оказалось, что почти 50% крупнейших российских банков уменьшили ставки по вкладам для населения. Такую динамику объяснили двумя факторами: неизменной ключевой ставкой Банка России, а также удешевлением облигаций федерального займа.
Филиал фонда «Защитники Отечества КОН» помог добровольцу СВО получить вызов на высокотехнологичную операцию. Доброволец специальной военной операции, ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Николаевич обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» по городу Инте к социальному координатору Любови Калякиной в июле 2023 года. После тяжелого ранения боец получил инвалидность и практически не выходил из дома, и ему требовалось индивидуальное сопровождение, медицинская помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, содействие в сборе и подготовке документов на получение положенных выплат, участие в бытовых вопросах. Любовь Калякина – частый гость у подопечного фонда. Уже удалось решить большинство проблем, оформлены социальные льготы, передано кресло-коляска с вертикализатором, но одной из важнейших задач фонда – максимально возможное восстановление здоровья и полноценное возвращение в гражданскую жизнь. Как рассказал сотрудник фонда, мой подопечный на протяжении почти 2 лет лечится с использованием аппарата Элизарова и нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи. Последние полгода мы собирали непростой пакет документов, чтобы попасть в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Цивьяна на операцию голени. Проходили различные обследования. В октябре пришло одобрение на проведение операции, а в декабре долгожданный вызов. Сейчас боец готовится к госпитализации. В начале февраля его ждут в Новосибирске. Также сформирован и отправлен пакет документов на дополнительную выплату по указу президента. Решается вопрос со страховой выплатой за ранения для добровольцев. Россияне потратили около 2 миллиардов рублей на импортную технику. СДЭК Шоппинг, сервис покупок товаров из-за рубежа, подвел итоги 2024 года и рассказал, что и как часто покупали из других стран россияне. Самой популярной категорией товаров, купленных из-за рубежа, оказалась электроника. На нее приходится почти 40% от всех заказов в году. Исследование показало, что мужчины чаще женщин заказывают гаджеты из-за границы. Самые активные покупатели – люди возраста от 31 до 40 лет. Также высокая потребительская способность у поколения 19-25 лет, а самая низкая у молодежи до 18. Статистика показывает, что из-за рубежа россияне больше всего покупают смартфонов, почти 30% от всех покупок. Наушники 13,4%, мониторы 7,9%, ноутбуки 7%, игровые консоли 4%, смарт-часы, браслеты 3% от всех заказов в категории гаджеты. Поиск новых моделей смартфонов показывал рекордный прирост, их искали чаще на 62%. Пользовательский интерес к ноутбукам увеличился на треть. Средний чек на покупку техники из-за рубежа составил 71 тысяча рублей. Пик продаж пришелся на март перед Международным женским днем. Тогда россияне покупали гаджеты в среднем на 82 тысячи рублей. Импортные товары Apple и Sony оказались самыми желанными у россиян. Например, наиболее популярным смартфоном, купленным из-за границы, оказались iPhone 15 и 15 Pro. Самым популярным гаджетом наушники Apple AirPods 4. Наиболее востребованным компьютером Mac Mini M2. Часто приобретаемой игровой приставкой PlayStation 5 Pro. Россия показала свой первый летающий автомобиль. Московское конструкторское бюро «Филатов» показало прототип первого в России летающего автомобиля под названием ИВ-9. Отмечается, что модель сейчас готовят к тестам. На фото макет в масштабе 1:5 будущего автомобиля. Предполагается, что аппарат будет двухместным. Вместо дверей прозрачный откидывающийся колпак кабины. В сложном состоянии винты вместе с двигателем прячутся по бокам кузова в специальных отсеках. При авиационной трансформации раскрываются. Также отмечается, что в случае нештатной ситуации в воздухе кабина ИВ-9 отстреливается отдельной капсулой вверх при помощи пиропатронов. После этого людей в креслах на парашютах приземляют на поверхность. До этого в Китае ГАК представил летающий автомобиль ГОВ. Прототип прошел около 400 летных испытаний. Серийный летающий автомобиль авиакомпании планируют запустить в производство к 2027 году в 2-3 городах на юге Китая. ГОВ полностью электрический летающий гибрид автомобиля и коптера, кабина и шасси которого могут отделяться и соединяться в зависимости от потребности. Автомобиль может как летать, так и просто двигаться по земле. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Когда приведут город в порядок и вывезут кучу снега, собранной с проезжей части? С начала января у нас заключен контракт с Весниным Евгением Александровичем. Он у нас занимается работами. Надо учитывать, что у нас аномальный январь, это видят все, это должны все понимать прекрасно. Снег идет, вот даже вот на сегодняшний день, да, морозы нас побаловали, буквально день-полтора, и опять пошел снег, пошел ветер. У нас с начала января было предупреждение по погоде
16 предупреждений, что у нас стоит именно ветра, метели, аварийные ситуации. Вот такие у нас были предупреждения, поэтому понятно, что мы работали. И долго, даже вот на сегодняшний день, понятно, начало года, такая погода. Последний раз мы смотрели, такая погода была 15 лет тому назад, поэтому тут вот надо понимать, что да, город приводится, мы прикладываем все меры, мы организуем, заключаем контракты, проводим работы и с подрядчиками, и с людьми, и работаем с населением. На сегодняшний день даже принято такое решение, мы заключили 2 контракта с разными организациями. Это сделано для того, чтобы вот оперативно все-таки справиться нам с этой ситуацией, потому что техники в городе тоже нету, к сожалению, большому. Поэтому вот на сегодняшний день у нас 2 контракта, 2 подрядные организации, которые за эту неделю вычистят город. Одни вывозят снег, распределены объемы, вторые у нас убирают колейность с дороги, очищают пешеходные переходы, зону видимости делают. Везде будет вывезен снег, везде будет убрана колейность. На сегодняшний день все управляющие компании, нет ни одной управляющей компании на сегодняшний день, которая не заказала технику, которая не приступила к расчистке дворовых территорий. Это можно уже видеть. На Южном уже вычищен весь жилфонд полностью, на Восточном, в городе чистят управляющие компании, почти все уже, да. У нас вот возле детского мира можно увидеть, что уже приступили, чистят, убирают. Это именно полностью дворовые территории очищают сейчас от снега. Больше половины управляющих компаний также вывозят снег. Некоторые на зеленую зону укладывают снег, это допустимо. Некоторые вывозят, чистят именно до основания, до асфальта, до плит. А ежедневно большая часть управляющих компаний, да не больше, а все, еще делают патрульную очистку. Это также можно видеть в 6-5 утра, везде ездят МТЗшники, тракторы, роторы. Мы стараемся, мы делаем. Я прошу жителей города, звоните нам напрямую в ЖКХ, звоните или секретарю 61096, она перенаправит дальше, либо мне напрямую. Будем вместе решать вопрос. Да, я понимаю, что очень много в городе проблемных вопросов, очень много в городе мест, где переметает. Будем делать. Мы работаем не первый год, мы, понятно, уже в ручном режиме подрядчику говорим, где чистить, как чистить. Понимаем, что очень много, но делаем, стараемся, организуем работу. Так что звоните, будем вместе отрабатывать. Можно ли получить услугу заверения договоров дарения недвижимости в МФЦ? 13 января вступили в силу изменения в статью 574 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с этим с 13 января устанавливается обязательная нотариальная форма для договора дарения недвижимого имущества, заключенная между гражданами. Государственная регистрация права собственности, возникшего на основании нотариально удостоверенного договора дарения, может быть осуществлена по заявлению любой стороны такого договора, либо по заявлению нотариуса. Договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января, остаются действительными и не требуют дополнительного нотариального удостоверения. За государственную регистрацию права собственности предусмотрена госпошлина. В МФЦ эта услуга осуществляется бесплатно. Получить консультацию, записаться на прием можно по телефону горячей линии 8 800 282 12. Когда нужно подавать заявление на участие в ЕГЭ, ОГЭ? Единый государственный экзамен стартует у нас в мае месяце. Подготовка к нему ведется весь год. На сегодняшний момент идет второй этап подготовки – это сбор заявлений. Заявления подаются выпускниками текущего года обучения и другими лицами, которых относят к категории выпускников прошлых лет обучения. То есть это люди, которые уже имеют либо аттестат о среднем общем образовании, либо диплом о получении начального профессионального или среднего профессионального образования. 1 февраля – это последний день приема заявлений. В образовательных организациях ребята подают заявление на имя директора, выпускники прошлых лет подают заявление в отдел образования. Они приходят в отдел образования, с собой нужно иметь аттестат или другой документ об образовании, паспорт и СНИЛС. Все эти документы необходимы для того, чтобы правильно внести свои персональные данные. По этим персональным данным
каждый участник единого государственного экзамена сможет потом узнавать самостоятельно свои результаты. Экзамены у нас длятся в летний период до июля месяца. С прошлого года у нас есть нововведение. Оно связано с разрешением выпускникам только текущего года обучения пересдать один любой экзамен в дополнительные, их уже назвали президентские дни. Это 3 и 5 июля было в прошлом году. В этом году эти даты практически в этой же парадигме находятся. Приказы об утверждении сроков и материалов, которыми можно пользоваться на едином государственном экзамене, на основном государственном экзамене уже есть. Они размещены на всех доступных порталах. Для того, чтобы пользоваться актуальной информацией, мы предлагаем всем подписываться на официальные источники ВКонтакте, в Телеграм-канале. Есть эти страницы у Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Республики Коми, отдела образования, Российской службе по надзору и контролю, Рособорнадзор. Поэтому там всегда можно почерпнуть самую свежую, актуальную и, самое главное, правдивую информацию. Кроме 11 классов, не надо забывать о девятиклассниках. Они тоже участвуют в государственной итоговой аттестации. Правда, их жизненный путь еще продолжается. После 9 класса они могут прийти в 10 класс или получать профессиональное образование. И на сегодняшний момент они тоже готовятся к своей аттестации. В феврале месяце они будут участвовать в итоговом собеседовании по русскому языку. Это как первый шаг к допуску к аттестации. Заявления они тоже подают в свои образовательные организации до 1 марта. В отдел образования заявлений на участие в аттестации 9 классов не подаются заявления, потому что для того, чтобы участвовать в аттестации 9 классов, нужно обучаться в какой-то организации. Только она может выдать аттестат для того, чтобы дальше ребенок учился. Но тем не менее консультации мы даем по любым вопросам, связанным с проведением экзаменов. Расскажите о популярных видах мошенничества и как уберечь свои сбережения. Популярными видами мошенничества являются мошенничество под предлогом продления срока действия сим-карт. Как правило, людям звонят на абонентские номера, сообщают о том, что их срок действия их сим-карт заканчивается, для чего нужно сообщить пароли, которые поступают в дальнейшем на абонентские номера граждан. Как правило, эти сообщения поступают с сайта госуслуг, ввиду того, что злоумышленники объясняют это тем, что все это централизовано, взаимосвязано, после чего гражданин, сообщая коды доступа, передает доступ с сайта госуслуг личного кабинета злоумышленникам, в результате чего при получении доступа они осуществляют запросы личных документов, кредитной истории гражданина. В дальнейшем в ходе диалога также получают доступ к банковским приложениям, в результате чего денежные средства переводятся на счет злоумышленников. Зачастую это как и личные накопления, так и кредитные денежные средства, которые оформляются в ходе диалога со злоумышленниками. Кроме того, имеют место мошенничество при установке вредоносного программного обеспечения. Как правило, людям в мессенджерах, иногда даже от контакта, который имеется в списке контактов лица, поступает сообщение. Как правило, оно носит односложный характер «Привет, это ты», либо «Смотри, что нашел». И к сообщению текстовому прикреплен файл, как правило, формата APK. Человек, думая, что данный файл содержит фотографию, не задумываясь о формате, пытается этот файл загрузить. После установки это является файлом вредоносного программного обеспечения. В результате установки взламываются банковские приложения. Также денежные средства переводятся на счета мошенников.
Иногда людям звонят также в мессенджерах, либо просто по абонентскому номеру, используем абонентского номера, и представляются сотрудниками Федеральной службы безопасности. Объясняют причину звонка тем, что якобы со счетов лица денежные средства поступают на спонсирование вооруженных сил Украины, что данные действия расцениваются как спонсирование терроризма. Лицо, человек, которому звонят, начинает заходить в свои банковские приложения, также сообщают коды для предотвращения якобы операции о переводе денежных средств. Но в результате, в ходе диалога, передавая коды доступа, также денежные средства передаются мошенникам, что зачастую тоже влечет причинение значительного материального ущерба, так и тоже и личные накопления граждан уходят мошенникам, и кредитные денежные средства, которые также оформляются в ходе диалога. Для того, чтобы себя обезопасить, рекомендуется при поступлении звонка, когда вам сообщают, что что-то не так с вашими банковскими счетами, в первую очередь не надо принимать каких-то быстрых решений, сообщения кодов ни в коем случае. Ни один банк, ни одна финансовая организация не будет все это делать дистанционно, пытаться как-то что-то решить проблему дистанционно. Все вопросы решаются при посещении банка. Если у вас все-таки возникли какие-то сомнения по поводу безопасности ваших денежных средств, которые находятся на ваших банковских счетах, нужно либо лично обратиться, прекратите разговор. Зачастую бывает так, что как правило, это люди зрелого возраста, они не совсем понимают, как работают мессенджеры, что там есть функция демонстрации экрана. Продолжая диалог с мошенником, у них включается эта функция допустим, либо в ходе диалога с мошенником человек сам это делает, включает эту функцию, либо злоумышленник, лицо разговаривающее подтверждает демонстрацию экрана. И в ходе диалога начинает заходить в свои банковские приложения, тем самым демонстрируя злоумышленнику коды доступа, в результате чего, в принципе, мошенник все видит, что вы делаете, какие у вас денежные счета, какие суммы вообще у вас хранятся на банковских счетах ваших. Прекратите разговор, успокойтесь. Без вашего ведома никто денежные средства не переведет, если вы никакие функции, дальнейшие действия, тем более по указанию мошенника, не будете продолжать. Убедитесь, зайдите в банковское приложение, если у вас возникли какие-то сомнения, вам не хочется идти в банк, либо данного отделения данного банка нет в городе. Убедитесь, что все нормально, что никакие переводы с ваших счетов не осуществляются. В принципе, этого будет достаточно. Ни в коем случае не сообщайте никакие коды доступа, не предоставляйте свою личную информацию злоумышленникам. Иногда бывает, что перед звонком, соответственно, у злоумышленников есть какие-то личные данные, установочные лица, которые, видимо, каким-то образом попали к ним. То есть, что убеждает людей, что действительно звонят либо с каких-то правоохранительных органов, специальных служб, то есть там сообщают данные паспорта и данные ННН. Эту информацию иногда можно найти каким-то, если она незаконным образом попала в общий доступ. Не нужно, ведясь на это, что вам предоставляют какую-то личную информацию о вас, думать, что вам действительно звонит представитель правоохранительных органов или специальных служб. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!